В Чувашии набирает обороты весенняя призывная кампания. Эксклюзивное интервью нашему телеканалу дал военный комиссар республики. Сколько новобранцев отправится в войска? Где ждут наших ребят? И служат ли сейчас чувашские призывники в Кремлевском полку? Подробнее обо всем Дмитрий Ковалев. Все больше юношей после срочной службы возвращаются в армию по контракту. Это отражается и на количестве призывников. Ребята с Чувашии направляют военно-морской флот, воздушно-космические силы, ВДВ, ракетные и сухопутные войска. Наши призывники будут проходить службу на территории всей нашей страны. В строй станут молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Им придется служить 1 год. Увеличивать продолжительность военной службы не планируется. Срок альтернативной службы для тех, кто хочет приносить пользу обществу, тоже не изменился. Изменений в законодательстве по прохождению альтернативной гражданской службы не ожидается. Срок прохождения альтернативной гражданской службы 21 месяцев. В период весеннего призыва из нашей республики изъявили желание проходить альтернативную гражданскую службу 5 человек. Чувашские призывники пополняют и ряды Кремлевского полка. В этом году туда вновь намерены отправить 15 человек. Служить в зоне специальной военной операции новобранцы точно не будут, отметил Бахтияр Холиков. Еще раз повторяю, нет и еще раз нет. С этим вопросом часто обращают родные и близкие наших призывников. Как уже было сказано президентом Российской Федерации, министром обороны Российской Федерации, о том, что военнослужащие, проходящие военные службы, в горячую точку направляться не будут. Весенний призыв продолжится и летом. Он продлится до 15 июля. Это весной и летом войска из Чувашии отправят порядка 1400 новобранцев. Уклонистов в республике, отмечают в военкомате, становится все меньше. Служить в армии в молодежной среде становится все престижнее. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.